كده ما تزوالي ارمي لاتو تيجا اتمت خليه يستم جات نادا شو Кутузов, كوتوزو كوتوزو نية تسويتس كوتوزو تسويتس سام я просто صور могу. عمر تش وسيم صوتم قدو تش وسيم صوتم قدو اي البيسكي باخد تتم سيم صوت دينوس ديفياتي قد اشتخان يتسقايك Да, Суар Кутузов, уже. Кутузов проиграл битву при Аустерлице, это 1805 год. 1805 год. Австрийские и российские армии ехали до Амбеш. При Аустерлице, цыга, Багратион хался голосовали. Багратион тоже был там. Командовал цыга, и при Аустерлице Александр Первый хил отсюда цыга этот момент. Когда он проиграл, и уже Вот они там проиграли. Да, ну, они там потом Россия проиграли. проиграла при Пресиш Элау, ну и Цигах проиграла, Россия при Фридланде проиграла французам, и после Фридланда, Александр Первый, Наполеон, они встретились уже на Немане, это встретиться, ну, посередине Неман, Олктер, на лодках обсудили, что самое охватное, вот, это хелюксери переговор, шумадуй, вот эти три сражения крупных, я знаю, какие сражения Кверчуца Йохсу, я старался вспомнить, но Пресиш, Элау, Фридланд и Аустерлиц, вот, и сражения, аж Россия проиграла там. Да, во все времена были шлюхи, которые между собой договаривались. Сегодня мы с тобой союзники, воюем против общего врага. Завтра общий враг для меня становится союзником, а ты нашим уже врагом. У Наполеона был маршал Бернадот Бог. Ну и Швеции, ну, и король Харжный, и он шведский король, и он тоже воевал, хотя он был маршалом Наполеона. Шведский король тоже воевал против Франции, это коалиция Яхдуй. Представь, хотя он сам был маршалом Франции, наполеоновский маршал Хелли в Швеции, король тоже. Кикберлок, баешь, ветеран. Сейчас футбол, сейчас Кикберг. Страшный клубок змей европейских правителей. Причем Лоушин Гергер боролся. Кефиры. Даже если считать Первую мировую войну, это вся семья, одна семья была. Это если Первую мировую англичане, немцы, российские, Шабер щичой баркуш гоуших лектор. Шабер щичой баркуш гоуших лектор. Да, в Первую мировую сплошной щичой баркуш. Да. Цагяргер, да, бухилыш, да. Английский король, российский император, улетахет, чего-что лаводыш. Как ближе я с языка ты снял, ветеран. Вот сатеруешь, хастаться, ну сатеруешь, чего-что. Вот реально, как будто действительно, да, он настолько, как две капли воды, и ростом, и стрижкой, и бородой, и усами. Одного покажи, потом другого. И сауэк, дарка. Вот салтер воркиши. Машолок, чамерлиги, хатер далиши. Маршол, дерю. Слушай, я хочу там, Алиш, и конце. Хэшвасу молоша. Саеза. Альман пропал ты. Альман, эра уали, чувала хэшвасу. Бля, маршал, ты канал мяцер, бля, болбеш, что ахи цалхот эхтек бивацер. Да, маршал, арма толча, фитулча, хашвас. Ера, со хаш, эхтек ахи кан, болбеш мяцтер. Если 70 год, значит, ну. Слушай, от Америки поддержки майница, я говорил, что будет. После этого царщина поддержка ничем хумлу, цунадек цахма дует старину, и кинут барда цахма хайшин цунадек. До океан хуери ленд-лиз им цаюца ленд-лиз одер.
Або золото связано с хомхедук, а дойчик, что диктиация хуй он. Ленд-лиз действительно, там сколько тысяч, 5000 самолетов, это, унвадук, танк. Аж Второй мировой Йоши Юцек, Эльман, Второй мировой. Мы сейчас говорили о Первой мировой войне, и война, наполеоновские войны, Олксон, вот, и про них мы говорили. Первая мировая война, после этого царь Хёрлиги Сталин, поддержки Чена. После войны, поддержка Шенкопия Халва Чена, Сталину, и шкинут Минобог, Баду и Чумадекцатен. Иштхадам, Хельсу, Когда Второй мировой войны было. Сюда информация, ас эрду, да, есть такое. Сталину кинуть, ну как, не совсем не отдал. Ленд-лиз звучит так, если правильно говорить. Ленд-лиз вообще, если изначально ленд-лиз был создан для закона. Ленд-лиз был придуман для помощи Англии. И в 40-м году, 41-м году там была поставка в Англию. Потом к закону о ленд-лизе прилепили Советский Союз, потому что он уже воюет с Германией. И президент США это назвал, что раз они воюют, то нам без разницы, кто с кем воюет, главное, чтобы против наших врагов. И стали поставлять первый ленд-лиз, поставка пошла в ноябре 41 года, в ноябре, ну такая небольшая, пароход пошел, первые пароходы пошли, поставка 41 году. Были огромные поставки, самое больше всего это не самолеты, танки, эти, нет, самое больше всего это было обмундирование, продовольствие, одежда, металлы и так далее, станки. И так далее, и так далее. Станки, огромное количество станки, да, заводы работали на этом, да. Да даже Катюша, легендарная Катюша, она, на ней Советского Союза только сама вот эта вот решетка, спусковая установка, а машина целиком это был Студебекер американский. То есть все у них было там на американских. Так вот, царь Гудиль, по закону полагается, по ленд-лизу полагается, что государство, которое получило эту помощь по ленд-лизу, должно все вернуть, за исключением уничтоженного на войне. Вот, что потеряно на войне, за это платить не надо. Остальное все надо вернуть. Или заплатить за это же, если вы не возвращаете. И закон. Но Советский Союз заявил, что сумма, которую вы нам выставили, она чрезмерная, и такого количества, и такую сумму, она чрезмерно не соответствует действительности. И отказались платить. И это использовали свои студебекеры в геноциде чеченцев и ингушей. Да, во всем, конечно, везде использовали, да. И они, Модардичи, это только, по-моему, в путинские времена или когда в ельцинские времена, они заплатили только 3% от общей суммы ленд-лиза. Тем более, учитывая еще и бешеную инфляцию между 45-м годом и 90-ми там годами, когда они там заплатили, в 80-х, 90-х. Последние платежи Путин. Да. Последние деньги то есть выплатил Путин. Да. То есть это уже несравнимые, это уже копейки, центы. Они кинули их, короче, на ленд-лизе, да. И тянули, штатцы лучше, мы не согласны, больше. А в конце концов, когда уже заплатили, платили какие-то там 3%. Так что, фигня, кирсятся. Но и они не признают, что им помощь Хали. Самое обидное для Распшин, самое обидное, что эта помощь не первый раз уже была. В Первую мировую они получали помощь огромную. В голод во времена межвойновые времена, Первый и Второй Советский Союз, они получали продовольственную помощь пароходами на счет собранных частных денег в США. Народ собирал деньги для голодающих России и отправляли огромным количеством. 20-е годы. Да. А в Первую мировую даже Николай II хвалил американцев за то, что они помогают голодающей России. Без конца голодать без конца, но с протянутой рукой, с гордой задницей с перьями, как павлин без протянутой рукой впереди, да, ничего у них нет, но зато они гордятся тем, что осталось от того, что ничего нет. И проблем и голода, и помощи из Америки прям постоянно за ними следуют, постоянно. В 90-х годах эти ножки Буша
бесплатные, я помню, сигареты, чего только они не везли, царевич, помощь, бесконечно на подсосе будешь. Австралия, ну, эльдек дохсулиц, амал, риношки, бус, июль, Австралия, ну, 20 миллионов усто баркалуш, но и транспорту вот транспортировка им ждак дохсун, это дакке дол устедат, уже штадох, что шокали, даже я вот читал это время, транспортировки есть шелацана, тоже дорогое удовольствие было, кажется, и дак дохсун. Дюнину годинка, просто, кажется, чувство благодарности, у них нет, они быстро забывают, что годер дуй дислокан сих. А с пример Юицон из жизни прямой. Это Эрму, хлебный магазинчик у него небольшой был. По телевизору его показывали. Там мало, ну, мужичок вообще. И он каждое утро на хансагой, ну, по армянским своим правилам, отдавал хлеб, первую партию, которую он выпекает, он ее просто раздавал для нищих, для нуждающихся. И вот туда городок Йохки Ацер, и туда люди приходили, каждое утро получали это. А когда он не по каким-то причинам у него не получалось это, раздать эту партию хлеба, телевидение к нему приехало и спрашивало еще, что у вас тут происходит. Они там устроили бунт ему, ты обязан, ты нам должен, Бог, ты же не просто так это раздаешь, а око Бога, мне отец так всегда делал и мне сказал, чтобы я продолжал. Я из памяти об отце раздаю хлеб утром с первой партии, а потом уже продаю. И, короче, от местного населения, они считают, что им все должны по умолчанию, по умолчанию все им должны. И они за это ничего не должны. Вау, это великая нация, русская душа. Ёмниш, вот и хэчиши, говорили, лаптиши, ищи лоптями хлебали. Великая нация. Чего они благодарны? Вообще там, я не знаю, с чем их сравнить. Там ничего человеческого в них нету. Нет мира всего эти мрази. Степан, все объясняется очень просто. После революции у них цвет нации разбежался. А кто не разбежался, того Сталин еще и дорасстрелял, кто не успел сбежать с мозгами. Осталось послушное быдло, которое само не умеет принимать решения. Поэтому мы имеем, что имеем. Собачье сердце я, наверное, раз 10 смотрел. Интересный фильм. Как может быть ставить вопрос компромисс с сатаной, с садизмом, народоубийством, где-то убийством, с бездуховностью, безнравственностью, отсутствием всякой морали. Я не скучаю по России, мне не противно, я им просто... Вы знаете, я не злой на них. Я вам честное слово говорю. Ни озлобленности против нет, я им просто брезгую. Как дохлой скотиной. Как животной скотиной дохлой. Другого ощущения к России у меня нет. Да, Маршо, и Мацара цитировать я еще и фразу. У нас нет никакой ненависти к русским, бо у нас просто отвращение, как дохлой скотине. Sürekli olması. Dudaev'im kontroller yüzün nokçuşu. Хенс, чего цитировать? Ой, Масана.
سخينا مو قاعد دو كروتش حمشتا بوغيت خويغو قاعد وسينسي خوي سبيت شموت موت سغا ايه и так далее. Ça dure, ça dure перцовая. Это дубош. تهم دو سيتواسي سوش دوي يتسهل يتعني أهانش دوش لي عير ورق صعب بعضك دي سوا вот до этого дошло все. Царь Витмаса Вютерис, питничтующий Йошел, еще эти ФСБшники, как Цуреном, ФСБ Яцер, верит, какой-то службу безопасности. Простите. ФСК, Эрцуген, да. Лобзик Чокушилайн, короче, Арахвиц и Лахлой. Царил шумацейтер, палки в колеса кидали, массу аур, как это можно. Оппозиция, Чокуши, Ахчавой, танк швой. Знаешь, работать ему не давали. Юкошевой, Шайнюк Бор особенно ярый. Глупости шьют вахующий телевизор. По очереди хабова вахующий. Это полная анархия. Это вообще таппелат объешпа. Телевизор шалай. Оула арктяли камилш дадат. Телевизор халадат. А в центре Совет министров сдали цикцала берг. Это лабат харболи цаллар доцум штицвор это нах вообще это пустословие это содержали и нах буй там шино ветеран хозяйство подушу Рональд халлопия домовые ветеран сон личку вистрелляр hötsen varianter буквально шимино там бир это شو وين تيجي مسوال وقدم يا تشورس Почва лич кшацаюч хум да ди хардус да шану угрено о канал лич шон свободел хотя спорген свободел вистрелитал почва вот этот канал там модератор админ который на канале и сам госдеп его превосходительство никто не несет ответственность за какие-то личные фучучуол цанах был свет лички чучуали сухаруй хамилуй сох канал первый вати со админуй фучуруэти может даже такое быть, да, что от канала от имени там вот этого администрации там туда-сюда хамял, да, никто на данном канале ни за кого не несет никакую ответственность. Просто даже хаус шалички связи баула на свое, короче, нас полностью на ваше усмотрение. То есть никто ни за кого здесь не отвечает в этом плане. Там в плане безопасности, конфиденциальности и так далее. Так короче, лички, связи, просто как бы, повторение, да, как мы обычно снова и снова предупреждаем, что вот такие правила на канале. Баркал, дальше канал. Страхуемся, Бакай, брат, страхуемся. Не страхуемся, ветеран, а людям хотим объяснить, потому что разные отделы мои кузабол бешинс конкретно хар милуца дор милуха цахай кузата хасял от имени администрации там лички связи вали хардай вождай эл например, люди будут симпатизировать там Хармату или другим участникам на это. Потом от их имени, чтобы, короче, туда-сюда, на этой почве, чтобы соответственно на свое усмотрение, там, личные переписки и так далее. Шуцапирующие, пугать творящие цацаба, например, сунут вообще по барабану, пугать твои целые, пусть они бунчувел, не гумлечу, шлил швац.
Ситуацию, но шанду каждый чун сейчас положение состояние дикёс. Да, ты оберт. وهم كردات بيقردوا. Раскочные укроешь, был там молода был. Заморозкой или раской все выйдут отсюда, или раской почал разрушиться. Есть какие-то идеи, предположения? Я тоже выскажусь, дистолфу. هذا خاطر دي شورسو حنخو الخير. Какие мысли на этот счет? Хорш Карлур Болш Бас, это я 100% отвечаю за свои слова. А я скажу, скорее всего, там революция произойдет. Олигархи уже зубы точат на Путина, потому что они потеряли огромные миллиарды. Триллион сол ахш дубах заморозить дин. Америку Байден подписал 50 миллиардов из замороженных денег Украине выделить. Селхан миллиард, хотя СССР уже замороженный, цитир. И вот это, я не знаю, как эти транши будут происходить на протяжении от транша к траншу, я не знаю, месяц, два, жемчуг, 50 миллиардов, тут бергалдехан, печать. А дальше уже там добавить. Вождал Ахча на восстановление всех разрушенных городов. Дух Алниш, мою раскаш, вообще шарин, вайцадин, агдуй, издин. Шайца мысли шеласа, весь Степан, к сожалению, глубокий анализ есть шондолность, потому что очень много факторов влияют на последующие результаты. Начиная от Китая и его планов на будущее, он не вмешиваться он не может. И с другой стороны, за океаном США, плюс Европа еще, с одной стороны помогает, с другой стороны мешает. И поэтому очень много факторов. Плюс у России еще очень много денег, и она может продолжать еще долго печатать, потому что это довольно инертная страна ввиду своих огромных ресурсов и возможностей. Она долго еще может что-нибудь от себя продавать, по кусочкам ресурсы отдавать, чтобы оттягивать момент поражения. Насколько долго эту резину можно тянуть, непонятно. Победить она не может, это уже ясно, уже все. И самим россиянам это ясно. А вот как она может проиграть эту войну, то есть что-нибудь где-то она уступить должна. Может ли она позволить себе выйти совсем, что-то я сомневаюсь, тогда это грозит революцией внутри России. Поэтому выйти сама она не сможет, потому что если выйдет, будет революция. Но если будет революция, то они оттуда выйдут. Вот это уже понятно. Да. То есть наоборот, если будет первым революция, то они выйдут из Украины. А вот если они выйдут сейчас и оставят все регионы, из-за которых идет война, то у них там будет революция и аваласы. А так мы не знаем. Поршабу полити интриганшься во всем мире, что он годеш, потом вот садешь, герзлуш, юхцалуш. Это подлость страшнейшая, это левушек. Что эти немцы, что эти Словакии, это Венгрии, вообще падлы. Так что не поймешь, что там происходит. Ну как, поймешь, конечно, тянется, все это тянется. У кого больше терпения и денег, потому что война – это постоянный поток денег. А лишь у кого есть свое мнение. Я не знаю, чем это может закончиться. Да, у меня еще одна мысль. Я году шляча натолкнулся на этот забор мыслей разных. Короче говоря,
как я думаю, если эта война еще на Алтамадуоле еще год или 2 года продлится, я так себе думаю, может начаться Третья мировая. Третья. Потому что предпосылки для этого есть. Раз что уже на территории Польши закидывали то ли ракету, то ли что там. Ну, там на Степан, их территорию от России что-то падало. Степан, но Да, война, если Третья мировая начнется война, то точно не из-за Украины и России. Она Да, может согласен. Там, быть, скорее всего, с выступит Ближнего площадкой, Востока начнется. да. Но я имею в виду не откуда она начнется, я хочу сказать о причинах возникновения Третьей мировой войны. Причины, да, всегда есть какие-то внешние, экономические, даже не политические и не идеологические, а всегда есть какие-то территориальные или финансовые. Когда Первая мировая началась, она была из-за территориальных, из-за колоний недозахваченных некоторыми там. Первая, вторая это уже продолжение первой, известный уже факт, последствия первой. А сейчас в данный момент у нас огромные проблемы в финансовой системе мировой, в масштабах планеты. У нас огромные проблемы. Мы пришли к тупику финансовой системы. В таком режиме, сейчас не буду умными словами тут бросаться, в таком принципе она дошла до своего тупика. Дальше нужен слом системы, и на разрушенной системе построить новую, и можно еще лет там 50 или 100 снова дальше двигаться. К чему эти цифровые CBDC, опять сейчас начну кидаться словами, короче, банковские криптовалюты, они не те свободные криптовалюты, которые мы знаем, а банковские криптовалюты. Это деньги, которые контролирует правительство. Заставить людей принять эти деньги, а для этого надо сломать общую систему финансовую, которая дошла до своего тупика. Когда кредиты выдаются бесконечно, а производство за ним не успевает, денег, невероятное количество денег, невероятное количество задолженности, взаимные перезадолженности стран и халявные деньги, летающие в экономике мира, и несоответствие товара. То есть система должна переломиться, и для этого какой-нибудь повод нужен. Пандемия была уже, стало еще хуже. Может быть, и война будет, но будем надеяться, что не будет. Каким-то другим способом. Но точно ломать будут систему финансовую, это 100%. да, Вот Иман, во ранее, всегда экономика первую роль играет, первую скрипку во всех войнах. В первую очередь это и территориальные споры возникали, влияние на Среднюю Азию, там, на Аравию и так далее, нефтезалежь шел, газ где. Так, но все, как ни крути, все приходит в экономику. Люди воюют чисто за твой ресурс, я говорю, хаяк, а не решат. Я, Это мне экономическое все. кто-то умный это сказал, доктор того, что война это вываленная в дерьме экономика. Да. Так что проблема там лежит именно в экономике. So, вот Бреттон-Вудская система, которая развалится, существующая финансовая система, это Бреттон-Вудская система, и она уже дошла до своего пика, до тупика. А что дальше, пока не, по крайней мере, не озвучили, что придумали. Ну, надо сломать существующую, чтобы что-то новое запустить. А для этого нужен мощный катаклизм. тут ранее говорили насчет там революции какой-то внутренней, то, что там элита вокруг Путина что-то возмущается. А мне кажется, то, что это маловероятно, потому что им как бы компенсируют все эти невзгоды, да, которые они получили от этого конфликта, им внутри больше глаза закрывают на их там преступления и так далее, на воровство. А после поступка Пригожина, тем более он стал больше, мне кажется, их там как-то гладить по голове, говорить, все нормально будет и так далее. Иначе не объяснишь то, что когда они вот, когда Пригожин начался этот его марш, а, подозрительно что-то все заткнулись, я что заметил, там и Соловьевы всякие прочие, там хуеплеты, извиняюсь, вот, и как только его нейтрализовали, все сразу начали гоготать в один голос, что вот наш царь все разрулил и так далее. Мне кажется, все-таки как-то подкупают.
Нет, они потеряли не внутри страны, Саваш, они потеряли по всему миру свои потенциальные текущие контракты и текущие процессы и расширение влияния. Ведь у них же проекты в Венесуэле, в Китае, в Африке. Сберкомбилеш. Цензура и биомагли Пучва как бы один из дохил харду как бы предупреждение вышло, но это биомагли на гусь он бакалдерес. То есть они потеряли и теряют потенциальные будущие свои контракты и создание совместных предприятий, совместной заработки по всей планете Земля. А внутри России особо нет большого покупательского спроса или возможности что-либо продавать. А внешние рынки, они, конечно, торгуют на внешних рынках, но с бешеными теперь скидками. Иначе их продукцию не берут из-за того, что с Россией торговать запрещено. Поэтому приходится делать сумасшедшие скидки на свою продукцию, чтобы они там не делали. А из бюджета все время деньги не пососешь, потому что бюджет нужен для войны. Так что серьезные проблемы там. И не только экономические, и морально-этические. Им трудно общаться с другими странами, со своими партнерами. Им неудобно, им стыдно. У них же были связи на самом высоком уровне с олигархом Швейцом, на самом высоком уровне по всему миру. А теперь им руку не подают. Так что не просто так это все. Бон, рейс, ботч, бон. Ажат, Аларса, пользуясь случаем по поводу криптовалюты, непосредственно биткоин был, Сачо сомнительных сон. Она как это священная корова, ее там сколько, лет 10-15 доет. Халхам вообще копейки этот биткоин стоил, танчики играли, и укровор. Сачой пал бюче, где я, где вот это финансовые дела. И вот за 200 биткоинов дырксен, а сон хую моца. А это профессионально лоуса игры, там где-то он что-то продавал, вот это компьютерные еще танк выиграл, что-то, короче, совсем курбу. Вот вопрос такой, может быть, нет, даже не так надо правильно ждать. У меня такое терзает смутное сомнение, что биткоин это тоже типа своего рода временное явление, как бы ажиотаж жінцунов. Я помню, дошло, по-моему, под 60 за один биткоин под 60 тысяч долларов давали было. Самому старку я не могу утверждать это, потому что никогда с подобным не имел. Просто слухи одни. И за чухсо самыльный пузырь, который должен в конце концов лопнуть. Ну, миллиардеры, я знаю, слышал тоже вот это по рассказам в интернете и так далее. Илон Маск сколько-то там купил, там другая знаменитость купила сколько-то на миллиард или сколько биткоинов. Я не знаю, ну, по-моему, ни одно государство не может его контролировать. А сейчас японец Убар, сам и кто придумал этот биткоин, и сам он нищий, да? Цуноляться, даже молодич. Я так понимаю, что ты в сфере банковской, финансовой зоне там работаешь. Ну, по крайней мере, я хоть шукаю сумма. Баркалон. Сегодня был очень финансовый аналитик Ватшин, тем более в зоне криптовалют, хотя сам давно пользуюсь. Но что я могу сказать, биткоин, в отличие от остальных криптовалют, и тем более от остальных валют в мире, имеет распределенный, у него нету центра, он распределен. То есть нету такого, как рубль, который выпускает Центральный банк, или США, который выпускает доллар. Биткоин выпускается распределенно по всему миру, ну где-то больше, где-то меньше, но это распределенная сеть. И хранится данные о произведенных биткоинах хранятся по всему миру на всех ресурсах. То есть конкретно и это его золотой козырь. Его невозможно остановить. Его можно отследить, куда что перевел, но остановить перевод невозможно. То есть ты можешь спокойно $1 миллиард перевести, и за несколько минут он дойдет до получателя в любой точке мира, и никто его остановить не может, этот перевод.
В этом его большая сила, в распределенности и отсутствии хозяина. Остальные криптовалюты имеют свои офисы, там центры разработчиков и так далее, так далее. А этот такой общий, его все дорабатывают, подкорректировывают. Ну, в общем, это большое сообщество в мире. И сегодня последняя цена была $108 тысяч за биткоин. Сегодня уже 95-6 я видел, а так было 108 на пике. Так что ты с ценами немножко отстал. Сальвадор пользуется биткоином. Аргентина сейчас собирается пользоваться биткоином полноценно. В Сальвадоре можно пойти хлеб купить, еду, пиво, что хочешь, воды, что ты хочешь, все, что хочешь, можно купить. Это полноценная валюта. Во многих странах мира можно его купить и положить себе как золото. Он как цифровое золото. Является ли он пузырем или нет, это важный вопрос. А что не является пузырем из финансовой системы? Где у нас, чем обеспечен доллар? Чем обеспечен рубль? Чем обеспечено евро? Надежностью страны и производителя. Надежностью экономики этой страны, не самой страной, конечно же, экономики этой страны. Но это, тем не менее, не обеспечены ничем из финансов, из материального, ничего нет. Да? Там есть манипуляторы этими деньгами, да, там есть манипуляторы финансовой системы Германии, Центрального банка Европы, финансовой системы США, финансовой системы рубль в России и так далее. Они могут притормаживать, они могут поднимать процентную ставку, они могут манипулировать. С биткоином манипулировать нельзя. Чуть далеко был от меня. Тут одна компания Google стоит, чем вся Россия вот вместе взятая. Ты что несешь? Не обеспечен ничем. Ты мне сейчас говоришь про компанию Google, это акции, это не государственная. Ты говоришь, что доллар, чем ты сам себе задал вопрос, потом дальше уже пошел по рельсам. Хорошо. Ничем не обеспечен. Доллар обеспечен. Подожди, компания Google стоит дороже, чем вот вся нефтяная и газовая компания России. Ты вот представляешь? Нет, это ты не представляешь. Это фундамент доллара или нет? Ты вот мне ответь на вопрос. Экономика США куда входит? Ты мне сказал, что доллар США ничем не обеспечен. Google. Это значит, что вот это фундамент этого доллара. Маршо, Google не является фундаментом для доллара. Нет, Google часть этого. Подожди, эта компания принадлежит вот той стране. Кому? Google принадлежит стране, правильно. Человеку принадлежит. То есть это финансовая компания. Это же сходит вот. Ага, Путин и его кошельки принадлежат России. Так, Путин и кошельки, это диктатура. Вот Ротенберг, если ему скажет раскошелиться, давай, расчехляйся, Ротенберг расчехляться будет? Так, уже расчехлялся не раз. Вот. Да? Тогда, а ты думаешь, что если на Америку кто-то нападет, что Google компания не будет расчехляться? Ты откуда это решил? Ты хочешь у меня спросить, чем поддерживается долларовая система? Ты сказал, что доллар ничем не обеспечен. Ты хочешь это подогнуть вот это под биткоин. Биткоин к доллару не имеет никакого вообще отношения. Я и не говорю, что он имеет. Не имеет, конечно. И это хорошо, что он не имеет к нему отношения. Я согласен. А зачем ты об этом споришь? Мы с тобой одно и то же говорим, только ты теперь своими словами. Еще хочешь поспорить. Ты как Путин тут просто сказал, что доллар ничем не обеспечен. Типа вот дальше поехал. Я же доллар, да. Дело в том, Маршо, что мне сказали, что это похоже на пирамиду. Биткоин похож на пирамиду. Америка самая надежная страна вот на всем земном шаре. И ее валюта обеспеченнее всех валют в мире вместе взятых. Давай, что? Валюты. У нас была система, когда доллар обеспечивался золотом. Сегодня доллар обеспечивается самой сильной экономикой в мире. Маршо, это вот своим словам поддержку. Если ты мне дал договорить, я собирался это сказать. То есть доверием к этой экономике. Все пользуются долларом, потому что к нему есть доверие у населения планеты.
И то же самое будет с биткоином, если это сохранится, это доверие. Не сохранится доверие, он превратится в пузырь. Вот к чему я говорил, что пузырь или не пузырь. Пока в него верят и им пользуются, он пузырь. Ой, не пузырь. Как только перестанут в него верить и пользоваться, наружу потеряет он свое доверие, он станет пузырем. И это вполне реально. Биткоин может стать пузырем. Но пока он не пузырь. Ну, вот это вот децентрализированное его как бы состояние, оно разве не вредит экономикам всех стран в мире, то, что есть валюта, которая может заменить все валюты практически? Да, да, это не нравится многим странам, и в связи с чем есть такая поговорка, то, что точно не можешь остановить, возглавь его. Этим США занимается, постепенно к себе переманивает и майнерские компании, и сами, и разработчиков, и так далее. Там много кто, большое количество биткоин-держателей перебирается. Не сами держатели, пардон, а именно серверы, майнерские компании, много чего. То есть они постепенно возглавят его. Ну, имеется в виду, они хотят, чтобы биткоин ассоциировался с экономикой США, и экономика США влияла на его цену также. Да, да, они хотят поглотить и сделать его влияемым, хоть немного манипулируемым, потому что остановить они его не могут уже. У Рональд, них очень много собственных граждан пользуются. Рональд, я слышал, что BlackRock очень много биткоинов закупила для того, чтобы контролировать его курс. Интересно, это правда? Нет? Есть у тебя информация? Но BlackRock это все-таки это это хедж-фонд, и они обязаны отчитываться. Такие рискованные вещи они могут покупать на небольшие количества, но я не знаю, сколько они там купили. Но они точно фонд создали под биткоин, и вот это они делают, да, то есть они выпустили, как же она называлась, ETF они выпустили, да, Это выпустили ETF и создали. получается то, что они не могут на что повлиять, они решили его взять под контроль в любом случае, потому что биткоин сегодня как нефть, как золото влился в финансовую систему, от него уже никуда не деться, просто так пузырь его никто не превратит, потому что он реально не вредит. Просто я так просто в пузырь спрашиваю для себя, для информации хочу узнать, потому что я вижу, что ты в этом хорошо разбираешься. Да не так уж я и хорошо разбираюсь сейчас, По чтобы крайней совет мере, лучше, давать. чем я гораздо. Мне просто интересна была эта тема давно еще. И вот насчет биткоина, смотри, сегодня есть в Европе аппараты, куда ты подходишь и снимаешь наличные деньги со своей криптокошелька. Ну да, есть. Видишь, Нет, получается, те по-моему, же не самые из деньги. банкомата, по-моему, сначала на бирже надо их поменять на другую валюту, и уже как-то так, по-моему, нет? Да не надо, даже на Не-не. Binance вы можете получить карточку, и у вас со счета в Binance, если говорим про биржу, да, биржа Binance, она Без транспортируется карты. у вас в евро. Без карты сейчас ребята приезжали через Хорватию, и они там в Хорватии деньги снимали со своего Binance кошелька. Да, не проблема. Ты можешь хоть на обычном кошельке биткоин хранить, переводишь куда тебе надо. Там есть мгновенные переводы под систему, она называется Lightning, под систему переводятся деньги. Но мы сейчас уже в технические детали уходим. Но это принимается все больше и больше. А сейчас тем более Маск, Трамп, который тоже встал на сторону цифровых валют и биткоина, поддержал, чтобы выиграть выборы, он поддержал эту тему, чтобы часть людей к себе переманить. Маск с ним в Аргентине, этот Хавьер Милей, который анархист, анархокапиталист, капитализм развивает. Либертарианец. Да, резкий, яркий либертарианец, да. Плюс у нас есть еще в Сальвадоре, как его президент забыл, который массово продвигал биткоин. Первая страна, которая официально приняла биткоин для оплаты как собственная валюта. То есть постепенно развивается, принятие происходит. И если ему дадут дальше развиться, то тогда придется США возглавить эту биткоиновую тему, иначе они вообще его не остановят. А я вообще слышал, что уже возглавили, чисто я слышал, что Катар закупал их в одно время как золотовалютные резервы своей страны, биткоины.
Да, все по чуть-чуть закупают, но это называется так называемые рисковые активы. В принципе, если это интересный актив и рисковый актив, его положено как бы в хедж-фонде чуть-чуть иметь. И они по чуть-чуть все берут. Но если все эти крупные компании берут по чуть-чуть, а самого биткоина всего 21 миллион штук, представь себе, на что там остается для рынка, для торговли, особо ничего. Тем более, Поэтому если он и там растет несколько в цене. миллионов потеряно уже. Да, еще и потеряно несколько миллионов безвозвратно. Да. Ну да, согласен. И насчет доллара хотел заметить, вот разговор ваш слушал. Сегодня действительно американская экономика подкреплена на ничем материальном. И самое главное, что почти все экономики мира сегодня в рабстве у доллара находятся. То есть, если доллар упадет, им тоже такой же крах будет. Им это очень выгодно. И считаю, очень много экономик мира как бы подвязались под это. Но он может реально ничуть не хуже биткоина, я думаю. Да, есть шансы намного меньше, что доллар рухнет, потому что как раз все эти страны им невыгодно это. Но если он рухнет, то будет очень тяжело, всем будет тяжело. Странам-экспортерам сырья проблема, если доллар рухнет, потому что у них прибыль упадет. А странам-экспортерам продукции, как европейские страны, плохо, что доллар рухнет, потому что тогда их товары не будут покупать, потому что товары за границу продаются за доллары. Придется евро-курс опустить, чтобы соответствовать цене товаров, продаваемых другими странами за доллары. Таким образом, всем невыгодно, когда падает доллар. Приходится вдогонку за ним сбавлять курсы своих валют, а странам, как экспортерам нефти, газа или там металлов, им приходится и терпеть убытки от меньшего количества долларов столько же, от меньшей покупательской способности этих полученных долларов. То есть сейчас Гейнволл шляется со своим этим бредом, своим экономическим. 21 миллион и более. Рональд, агенция, нормально, я для себя кое-что и узнал, другие слушатели тоже. Я хотел там небольшую эту ремарку Олсона. Короче говоря, напомнить историю доллара. После Второй мировой войны, я не знаю, как другие страны, я только за Францию слышал, генерал де Голь отправил корабли, чтобы забрать французский золотовалютный запас. И когда американский этот конгресс и президент начали отговаривать, загрузили трюмы, и все золото Франции было привезено во Францию. После этого последовали другие страны, которые хранили Форт Нокс, в Америке, короче, неважно где, начали тоже требовать, что хотят забрать. Я не знаю, кому еще удалось, но Франция полностью до последнего грамма все золото вывезла с Америки. После этого на этом Уолл-стрит, короче, они там кукундель почесали, он опал и начали там какие-то аферы крутить Америка. И с тех пор они доллар отвязали, как корову от дерева. Отвязали. И после этого доллар единственный подкреплен только мощной экономикой Америки. Насчет Франции, сам момент, сон, истории. Америка после Второй мировой войны помощь восстанавливающей Европе, он доллар дает Франции что. И Шарль де Голль взял эти доллары, поехал туда в Америку и попросил поменять их на золото. И вот этот момент они отдали золото, и с этого момента, говорит, доллар пошел как золото считаться следующим. Там была отвязка, факт отвязки. Раньше доллар был привязан к курсу к золоту. Вот как мы сегодня рубль к доллару считаем, или там евро к доллару считаем. Евро к доллару тут никто не считает, а вот рубль к доллару часто связывают. А доллар раньше был обеспечен определенным количеством золота, хранящимся в Форт Ноксе, в хранилище государственном. Но после того, как Франция запросила свои золотовалютные резервы, или хотела, я сейчас не помню точно, или хотела свои доллары продать за золото, как вы сказали. В общем, проблема была с обеспечением доллара золотом. И они на уровне правительства, Конгресса приняли закон о том, что отвязывают, и что золото больше не имеет отношения, то есть доллар больше не имеет отношения к золоту.
И с тех пор доллар, в принципе, можно печатать в любых количествах, лишь бы не мешал Конгресс и давал регулярно добро. Что он и делает регулярно, дает добро. И они постоянно выпускают, увеличивают долги. Долг, Один Оля, вопрос. напечатай. Один вопрос. По идее, если я правильно понимаю экономику, чем больше денег, тем больше инфляция должна происходить. Почему это именно с долларом не работает? Или работает, мы как-то Нет, не понимаем. почему же? Работает. Просто мы не видим ее инфляцию так, как мы ее видели в России, ввиду того, что объемы использования доллара и объемы использования российского рубля, они несравнимы, там, в 1000 раз больше объемов. Поэтому медленнее. Но инфляция же стабильна, постоянно растет. Сравните, сколько стоило, например, золото в 70-х годах, сколько стоит золото потом в 90-х годах, сколько стоит золото сейчас. Вы видите живую инфляцию. Хотя имейте в виду, что золото все еще производится. То есть нет такого, что золото хранится стабильно, а доллар печатается. Золото тоже печатается, добывается, вот, собирается слитки и складывается. И тем не менее бешеный рост стоимости золота относительно к доллару. А теперь еще появилось цифровое золото в виде биткоина, который тоже часть средств из золота оттягивает на себя. И тем не менее золото бешено дорожает. Это все пример, как падает в цене доллар. Раньше можно было на $1 купить там чуть ли не корову. Раньше можно было на $1 там, много чего, там, что я буду говорить. $3000 стоил новый спортивный автомобиль «Мустанг». То есть, понимаете? А сейчас, посмотрите, надо заплатить $60 000. То есть, и этот «Мустанг», это я говорю про «Мустанг» 60-х годов. То есть, это совершенно несравнимые вещи. Инфляция бешеная идет, просто для нас она кажется медленной, американской инфляцией, потому что мы привыкли к другой инфляции. Мы привыкли к зимбабвийской инфляции, как к Зимбабве или Венесуэле. А я мьюсь. Рональд, печальная история есть еще, наверное, коротко. В 2009 году, ну, я не знаю, может, 2-3 месяца, или, ну, даже полгода не прошло до начала майнинга биткоинов. Сандина майнитилось 64 биткоина. Потом я посчитал, даже 0,005 центов, что ли, стоил. Я посчитал, что я свет трачу больше, чем эти биткоины стоят. Да? После этого я 5 лет не слышал про биткоины, этот компьютер потерялся, все. Сандина, 64 биткоина я замайнил в 2009 году. Вот из 29 миллионов 64 аялышев точно. Даже, я не знаю, в течение дня максимум я замайнил. Очень много потерянных таких есть на самом деле. Тоже пароли забывали, такие случаи. А вот насчет золота хотел поинтересоваться. Есть такой миф, я не знаю, правда или нет, может, Рональд, подскажете, то, что золото – это почти что самое стабильное вложение, я считаю. Я не знаю, правда это или нет, то, что он постоянно растет в цене. Как драгоценный Дело металл. в том, да, драгоценный металл, его трудно транспортировать, его трудно перевозить, его дорого хранить, но тем не менее оно пользуется постоянным спросом, во-первых, как украшение, во-вторых, как металл для научно-технологических там процессов и технических процессов, довольно редких, то есть во многих местах используется, но при этом золото просто признано. А на самом деле наступит какой-нибудь кризис, и золото никому не нужно будет. Можно будет отдавать золото за копейки, лишь бы за него получать объемы продовольствия. То есть по факту это было как бы средство для хранения больших средств в малом объеме. Но так-то оно особо ценности-то, конечно, если общем говоря, в мировом масштабе, что такое золото, кому оно нужно, его не скушаешь, его только носят. Все еще золото держится же. Доллар тянется, золото держаться, держишь воду брать. А золото вообще не падает в цене, оно только растет с каждым годом. И это я вам объясняю. Германии тоже, например, есть. Они все еще запрашивают по сегодняшний день у американцев, не получают обратно, например.
И не И получат, не да, получат не никогда, отдадут. да, никогда и не получат. Да, и не получат, я знаю. Но тем Но не все менее дело в доллар том, что держится же, получается, все равно на золоте. Ты говоришь, не держится. нет, доллар держится не на золоте. Мы уже это обсудили. Доллар отвязали от золота. Доллар держится на востребованности доллара в мировой экономике и силе американской экономики. Там уже другие причины крепости доллара относительно, в кавычках, мою крепость. Но крепость Юкчин самая крепкая Ну, валюта что это сегодня в просто мире. долги, что брать. Это просто долги, которые накручиваются, и все. Ну да, но тем не менее, это все финансовые манипуляции, но они удерживают хороший крепкий доллар относительно других валют, ввиду того, что это самая сильная экономика в мире, раз, и проникновение доллара в экономику стран мира самое большое, два. То есть он нужен всем все равно, для работы, просто для того, чтобы торговать, нужен доллар. То есть что у него ценность в другом, не в том, что в Форт Ноксе лежат там сотни тонн золота. Это уже все, это уже не имеет сейчас роли. А вот само по себе золото, оно является активом для хранения средств, для сбережения средств и для хранения в моменты кризиса. Финансовые операторы моментально перебегают в золото, как только видят где-нибудь кризис, маленький намек на кризис. Сразу покупают золото, ну, в виде фондовых там этих акций, и переходят сразу в золото. Золото является инструментом, тихой гаванью, поэтому постоянно будет пользоваться спросом. Общепринятая норма. Хорошо, а биткоин на чем держится тогда? На Это просто распределенности... воздух получается, и все. Что получается, не расслышал. Воздух, бог, на чем оно Ну, на держится? чем и альткоины держатся на хайпе Финансовая просто. пирамида. Ну, Вот иду. альткоины это все воздух. Биткоин Ну, пока биткоин, еще не воздух. из-за Эthereum, это все на Биткоин ни на чем тот же не держится. принцип, как у альткоинов, как у этих Как бы ты ни мемкоинов говорил, даже. американцы, доллар А по-любому что, уже в банке, а вы ладно, хотели 10 мое долларов. мнение услышать? Я свое мнение сказал Да, вам. все еще Я хочу твое никому не мнение услышать. навязываю его. То, что я тебе Не, говорю. ну я же це Бог, мы просто тоже говорим свое мнение для себя. Просто имиджевый ундосика, что биткоин, что альткоин, что догикоин, мемкоины, вот эти все. Просто в один конкурс. Где наш шубы торговаться, без чего надо уштатиться. Нордстром, ты ошибаешься здесь в одном. Альткоины от биткоина кардинально отличаются отсутствием центра управления. Центр управления Йолшон, Куйохайон, XRP, централизованный. Децентрализованный это биткоины и другие. И хайерсонизм, я уже больше 15 лет в теме. Ты меня не понял? Ты занимаешься, но я другое говорю. Альткоины имеют офисы разработчиков, команды продвижения и так далее, так далее. Да, который сидит, где можно по башке настучать, надавить на них и заставить остановить или так далее. Там много чего можно сделать. А у биткоина нет. Adesso da nada, acho que os Mauro de lá, o Bitcoin, Хорошо тогда. USDT это ахцаугуля биткоин или мохуля, да. Он же на долларе держится. Сиенте de Gaio, да, Mauro de все это лохотрон в России, это нерв, пирамида. Har мировую, тут отмашку дали, да, что нахуй может это чай махка наш, рында и байталю, его хай худеет, это эти ахнуш, да, например, в Европе 100 миллионов человек там вложились, в Америке 20, в Китае 1 миллиард, может, в России там 20 тысяч или 20 миллионов. И потом все сядут и скажут, мировая финансовая система рухнула, расходимся. Мауродис, меньше очкаш, да, потом бухош. Маршал, Хадуевич, перебивать твой, Рональд. Он четко пояснил до этого, что такое биткоин, какое у него преимущество. Нельзя отследить. Sayın Guşov, situația,
Просто биткоин, он мауроды договорился, он и надо, конечно, там. Проход, Твои деньги брал, маршал. Это разные планеты. Хорошо. Степан, купи биткоин без денег. А вот ты там примитивный гумола. Да, это человек. Мауроды брал деньги, а ты без бабла, ты можешь купить биткоин? Причем я вообще... Вопрос неуместно ко мне, тем более. Я в этом не разбираюсь. Мауроды брал деньги. Тут Мауроды просто не видно. И хрен его поймаешь. Тут Мауроды, как Аллах везде. Массана за Мауроды. Рональд, точка Сабардин, да, Элла, Сабардин, хану вистер, Рональд. Дальше поясняй, Джим Тяхер, Чорчу, просто каждый свои 2 копейки вставляет, перебивает. Камил Дану, человек, Давай, оставь 2 копейки, а ведь 2 копейки, со 2 копейки, я с 1 копейки, и все. Что украинский вопрос, я чуть-чуть прослушал. Биткоин. Мауроды, я что, да, все два. МММ, я говорю, что МММ, неги. Дома бьёк кинет вермасу. Куплю, рекламу добьем, куплю жене шубу. Да, Лагума, поэт бач, да, мы говорили про экономику. МММ варили, али савар ми варис. МММ, очки аж нож. Куплю жене новую шубу, я реклама. Да. Короче, сейчас даже рекламе час снимается дешево. Дикам пояснить вообще. На самом деле, Мауроди, динак цау мадаса, Мауроди. إبرة عدش ده عملهم تجلس ونويستو إبرة ويتاح هنچولا شي خوشعوا دويا بشعوا 5 مليار روبلي 20 مليون دولار تان أختياش لشايك يعتونون ويتغير تاح إز خيط عمورودي بس حاجة بزا سيلي ورزا داغستان شاي أختشن شليش شاقي 3 داتا عيدو قاعدون شاسين شاقي 3 داتا ما ديخ قاعد يخش باكيت شي ترشازش شي دخل كرت قش والله شي دخل كرت قش برقصنيش بالساس روجي سويتر شيكس هذا هو إبرة مش حمور إماسو هم أنت أحكي شيء زلمة إذا ماسو أنت أحكي شو هسه إكسبرت شو هذا هو والله إيش دجاني ناخ ماشين شتايو شدو بيري أحشنش وهنا بابكش وهو ماسو أرجع كروجي كريديتش ناخ أحش هذا بو جيتشا باس دلا بيتشن بويا بيت أمي باس بوزر كروجي عنيس بيتشن صدق أساسا بيتشن بتشيو عنيس هو عطيه معايا تاسو تسيلر داسو بيراميدون باس نتي هو مناخ أو يوت باس إيش بريكلامي حاجات شو تشا باس 2 مليون حاجة 8 مليون ناس دي سام 8 مليون لا وكنت مليون بيسة تقاشوس دي بو بيسة دس بس لا شو صوت إيش قيتهم وقيهم خليه المدات ميتشل أحد بوز لو تل هو يبوش وناس هو يقرأ شو بوت باليتون ستوتش دويس بيتشوتش غيره أحد شو مثلا دل أحد دي ميتشل وردرا عندك دو عبا ديك دو أسلوكي أنا هو بيسة تشخيص أنا وقت بيجازة تشتيو حياة شو سو تبوت شو ماشي عبوه كل رخاء هو بول دعوة نيش بوس أنا أيرم صعب يدخل شوية بو هوش الجيتشنك شوية بو ماشينش كروتش هوكش ماشينش يا زول جيتن زي شيء شان أي بو كأجمع أوجا داتشا بحثش نمشي ديجيني أسمع بو شابيس يحتش كويس هذا خير زي بو مش شيء بو شاي كروتش كامبريش وهنا عندناش كي تكنر ماشينش كريديتش يعني شو ده إز سيستم جوسو كذا البيتكوين تبوخ خلما بيزيدن просто побольше бабла высасывать дашь бу. Там хорошо, богу, что
Саашеко яц там мацу эхте биткоин мосам. Гуаль шошек и вообще пирамид мичелённый, конечно, на самом деле. Любой государственный банк, или американский, российский, еще есть где пирамид. Банк, мой брат Мауроди, вы обычный русский парень, ты захочешь. Не, вообще, все хочешь, потому что айблу поддержки еще там. А так, все, Мауроди скопировать не из банковской системы. 10% денег, если у банка есть, он может 90 воздух туда загнать. То есть, там $100 миллионов, он может миллиард сделать из него. И что целая система, короче, вкратце объяснить тысячу. Рональд Булуш, он десант. Хэрол Булуш. Кстати, интересно, а может, это Хазаров был? Там целый день, интересно, он ждет. Просто имам Шамиль, Петух, это я, ху удится. Да, силчи, цапный вот, герой Вацевич. Соцночи, что Адина, Сюльштро, герой вам такой концерт. цапный Вацев, я, короче, и на вахтах, а герой очень, если человек придумал, что это шагнем. Рональд, и преимущество биткоина, Хахан Тякович, объяснить тебе, это было. يقارب روحه كشارك سبيشاليست خليه ريسكا شي ساعات بيوصل خن مقاچنا финансисты, экономисты. Степан, со специалистом, со мастером. А волшебник Уихарсон. Губка быть, и вся кусок. Мне не шлюхаю, а сока баш, ленер специалист ваш не слушал. Рональд, биткоин, ма хубуто. 94 с чем-то тысяч. Один биткоин. Степан, с пенсией هم يقولون пока دخل اشتغلت ده تتوقع يعني حاول أمير إذا يوقف معك وش ناتش يربى ناتش وجبت حتوش بس penziju on normalno namo nisen sta Bitcoin ويتريون رون العديل ده بما مش من بيتو تصعد معه ولا Всех баря. Имам Шамиль признанный всем миром. это было Степан, это было Рональд Бигбар сама. Я вообще-то могу еще покруче сказать. Просто воспитание не позволяет. الله ريس هو قيروبن هتابع إيه البقوة اللي خا إمام جميل بيتو خير وملوتي شميل بيتو كالوشكي يريدون царский наложницу Омо сорт угар бубош был онхи. Далда болит на гухе. Мастана там из чукиш. Вайчер аудал модевый ночи. И газ ши сюли махкар. Лайлан шайна вайдол чави ши цанса. Прейт сюли валвеш хакач. Ночи махчу. جهاد فوق شغل قراسة لا تاخ وين ويناخ يركرخ واتين وي دا إمام شميلي وري دا دنيا نشوى اللي دون توم بيشبر نوخشي دا إمام с разными империями. Har газ хай имам Шамиль провозгласит вию нохчиш. Из Сюлиш вообще гордится, он до хич васа, он вообще не ихний имам. Имам Чечни Хилуи, имам Чечни Дагестана. Даже Ильич Идуаш, дух Иисус.
Melt ons binnen gaan, zo jumel zijn naar de doosone. Сюлиш Дагестана и Чечни алгерч, а Мастана пишут ласка книжки коллег. Имам Шамиль был имамом Чечни и Дагестана. И Хумкуш. Санхайн, Чечена, Ингушетия, автономная республика, Палянчана, вежели, Аллах Барх возмущенный. Ингушская. Чечена. Ronald Bitcoin يترون بتوخ دوش واسر شوال نوكم هالمواد صوتون Ronald. Что, мне кажется, ты перегибаешься, нормально в этом моду и нормально кантует, весь лучше он и в финансах разбирается, в экономике. أصلا صبوا أدم ده نوكم واد صبوا شوية شوزون. Ну, Саша, вы, наверное, раньше еще общались. Я первый раз человека тут вижу. И мы обсуждали там разные... Короче, Ташко милиция. Sağ sol imam Şamil Petox ali yişiyoç nohçu ama sagakta yişlat. Ogar hal al diş mudisi وقدين عدو جوش زعنا شحيا واش مايو يا تان لي كان بدوه وقن ايته دو نيس هلجنو امام شمل بتوخ موسى امام شمل ده عدو شنو شركات بريكات طريقات هنا خليفات شريبات разные церковь тана что садас духой Саундер Дюч Калуги Докс и Нундель прислуга ел Вахайнчайна Гор Иран Патихон Кори Хватьей Завести Раска Эша Верба, я не помню, как-то он назывался, то ли Боже хранит царя, или что-то такое, короче. Гор Иран Имам Шамил Ойруамыз Динчулт, я Патихон Кори Дахот Юрба Ручка Алзе пластинку хич. Да, alltså så här jag må ta också gick så att jag så det var så super.